в прямом эфире. Каждый день он заступает на вахту и знает все, что происходит в Москве. Знает, рассказывает и обсуждает с вами все самые актуальные проблемы нашего мегаполиса и пути их решения обсуждаем вместе с дежурным по городу на 92 FM. Каждый будний день. Микрофон Алексей Дорохов. Продолжаем передачу «Дежурный по городу». Я дежурю, и мне хочется понять, какая ситуация с лошадьми. Я понимаю, что нам не в силах разобраться до донышка с тем, как обстоят дела с лошадьми в Москве. Я знаю только, что те лошади, которые в распоряжении конного полка, 255 лошадей, они в полном порядке. Мне хочется думать, что на ипподроме московском тоже с ними все более или менее. Школа конного спорта, выездки, там гуманно относятся, конечно. Вот там, наверное, в наилучшем виде лошади содержатся. Прокат, туризм, детские экскурсии. Все это под большим вопросом. И под самым большим вопросом, во-первых, под вопросом, сколько лошадей в Москве. И вот сейчас звонок, который прозвучал до выпуска новостей, говорит о том, что, наверное, милиция знает хорошо ответ на вопрос, сколько лошадей в Москве. Боюсь, что и милиция, кстати, тоже не знает точного ответа на этот вопрос. Может быть, нет. Может быть, нет. Мой вопрос к соучредителю организации Equihelp Елене Трахтенберг тоже привел к таким же результатам. Equihelp тоже не знает, сколько лошадей в Москве. Но хорошо известна такая личность, которая зовется ЗАЗа. Вы ее знаете, да? Мы о ней еще поговорим. Но сначала ответ на мой вопрос. Откуда берутся лошади? Где их держат, когда они появляются в Москве на выходные дни или в праздники? А где они до этого? Вообще лошади живут в клубах. На территории Москвы больше сотни конных клубов разного размера. Причем они не только разного размера, они разного качества. И, собственно говоря, потому как их приводят и привозят на места катания, собственно, уже можно понять, нормальный клуб или не очень. Да, то есть, если клуб находится рядом с парком, и лошадь ведут там 10-15 минут до места катания, это совершенно нормально. Если клуб находится за городом, и лошадь привозят на коневозке, это такой специальный автотранспорт, который, собственно говоря, существует для перевозки лошадей, это тоже абсолютно нормально, и в этом нет ничего страшного. Но если лошадь заставляют идти своим ходом через город, по дорогам, предназначенным для автотранспорта, а вовсе не для лошадей, по 5, 10 и более километров, то вот это уже проявление жестокости. И кроме того, это создание аварийно опасной ситуации. 10 километров все это проявление жестокости. Лошади проходят сотни километров и ничего. Или вы имеете в виду по городу? Во-первых, именно? Подготовленные лошади. Копыта лошади не созданы для того, чтобы ходить по асфальту. Для города. И копыта лошади, и сама лошадь не предназначена для того, чтобы находиться рядом с автотранспортом. Возникает много опасных ситуаций, когда лошадь в итоге попадает под машину, и гибнут люди, и девочки, и мальчики, которые таким образом катаются на лошадях по улицам. Но сейчас уже и меньше и меньше движения. Я вижу этих мальчиков, девочек да. в основном. К счастью, да. Кстати, в основном, в первую очередь, девочки. Вот я видел девочки, которые... Да, это так. Что это за девочки? Это какой их социальный портрет, скажем так? Я думаю, что это молодые девушки из Москвы, скорее всего, может быть, из самого ближайшего Подмосковья. Очень вероятно, девочки из семей не очень благополучных, может быть, из семей, где не слишком занимаются детьми. Они таким образом пытаются реализовать себя, повысить свой социальный статус и заработать какие-то денежки. Им кажется, они искренне считают, что они очень любят лошадок. Но они и любят, ну давайте тоже скажем это, я любят не по-своему. Я не уверена в том, что такое безответственное отношение к лошадям можно называть любовью. Все-таки, когда ты любишь живое существо, ты за него отвечаешь, ты за ним ухаживаешь, и ты стараешься организовать все таким образом, чтобы для этого живого существа все складывалось. Но, Лена, все-таки я за вот этих девочек, они все-таки молодцы. Самим фактом того, что они сохраняют дополнительную, кроме своей, еще какую-то дополнительно сохраняют жизнь так, как они понимают, так, как умеют. Им респект большой за это. Они показывают Москве и москвичам лошадей по-своему и любят их тоже по-своему, как умеют. Нет, я не могу с вами согласиться, потому что надо все-таки относиться более ответственно к тому, что ты делаешь. А лошади часто гибнут от такой вот эксплуатации.
И А что живут значит они в часто? ненадлежащих Вот, условиях. я не вижу в новостях, чтобы сообщали, погибла лошадь там или... А в новостях вам этого и не скажут, потому что если она, к примеру, погибла не на людной улице, на глазах у изумленной публики, а где-то на конюшне, где-то за городом, например, получила перелом, потому что ее содержат в конюшне необорудованной, в сарае необорудованном для постоя лошади. И ее просто тихонько зарезали или сдали на мясокомбинат. Мы об этом ничего и не узнаем, если нам никто не скажет. Вы знаете, из этого разговора следует, что мы вообще мало знаем о лошадях в Москве. Мы знаем только то, что там официальная хроника представляет, а она в основном из милицейских источников идет. Да. Если ничего не случилось и никакие там страшным образом законы не нарушены, то значит вроде все в порядке. Да? Совершенно верно. Но в действительности благополучие в сфере обращения с живыми существами лежит несколько в другой плоскости. Дежурный по городу. Разговор имеет продолжение. Вот я знаю одно, теперь я знаю, что у нас 100, вы сказали, клубов в Москве, да? Как минимум, на самом деле больше. Так, где-то больше. Это элитный, богатый бизнес, Нет, это не занятие. Не только, не обязательно элитный, не обязательно богатый. Аристократическое занятие, увлечение. Может быть, это занятие можно считать аристократическим, но, кстати сказать, лошади абсолютно не нужны золотые решетки на воротах. Лошади достаточно как раз достаточно простых таких вещей, как сено, вода, сухие опилки, просторный денник, возможность погулять в поле. Очень много из того, что вы перечисляете, в Москве нету. Или есть в очень ограниченном количестве. Привозят, это, в общем, не является большой проблемой. Сейчас мы будем слушать запись человека, которого вы почему-то не любите. Кстати, многие люди, связанные с лошадьми, этого человека не любят, и даже ненавидят, и даже не терпят. При том, что, выступив на первой программе телевидения с рядом фильмов, документальных фильмов, Александр Невзоров открыл людям глаза на то, что лошадь тоже человек по-своему, живое существо. Его не только можно, его положено человеку любить. Прошло очень много времени, и прибавилось много тех самых знаний и много тех самых пониманий, потому что я, например, уже, к сожалению, зная и понимая многие вещи, я никогда не сяду верхом. Это предельно болезненно для лошади, конечно. Любая, причем не важен уровень посадки, не важен уровень мастерства, не важно наличие или отсутствие уздечки, не важно вообще, все это не важно. К сожалению, анатомия лошади не оставляет человеку ни единого шанса не причинять ей тяжелую, давящую, компрессирующую боль. А дело в том, что мы долго проводили исследования по спинным мышцам. У нас есть научный центр, который этим занимается, по спинным мышцам лошади. Так называемые подкожные мышцы, cutaneus maximus, cutaneus scapula brachialis, они первые принимают вес давления всадника, давление седла. Это очень тонкие мышцы, в которых микроваскуляризация, то есть кровоснабжение, заканчивается буквально через... по самым скромным подсчетам, через 3-4 минуты. Ощущения примерно будут такие же, как у вас, когда вы отсидите ногу, то есть это онемение и покалывание. Дальше, если вы будете продолжать сидеть на этой отсидевшей ноге, вы ощутите боль и как бы некую потерю контроля за этой ногой. Вот примерно такое испытывает любая лошадь под любым седлом, под любым человеком, но деваться ей некуда, потому что не только железо во рту, но еще и всадник сверху – это колоссальный, постоянно действующий травматический фактор. Мы не очень рассказываем об этих исследованиях, потому что убедились, что когда люди узнают о том, насколько мучительна их забава, насколько мучительно их увлечение для лошади, они с тем большим восторгом и с тем большим азартом начинают этим заниматься. Вы слушаете радио «Говорит Москва», 92 FM. В гостях у нас сегодня, это был Александр Невзоров, всем известный. В гостях у нас соучредитель организации EquiHelp Елена Трахтенберг, благотворительный фонд, который помогает лошадям. Вот видите, когда при всей вашей нелюбви к Невзорову, когда он вводит нас в детали и в подробности страдания живого существа, я к нему начинаю относиться по-другому. Разве это плохо? Разве это дурно? Насколько мне известно, господин Невзоров ветеринаром не является. Исследования, на которые он ссылается, нигде не опубликованы, не являются достоянием широкой научной общественности, поэтому говорить о них серьезно нет никакого смысла.
Господин Невзоров сам еще совсем недавно ездил верхом, и ничего, его лошади не страдали. Что касается моего мнения, то я думаю, что экстремальные взгляды, они не нужны ни с той, ни с другой стороны. Лошадь – это очень сильное, мощное животное. Взрослая лошадь весит от 400 килограммов и больше. И если всадник ей мешает, причиняет боль и раздражение, то она от него избавится, поверьте мне. Лошади это сделать гораздо проще, чем кто-то может подумать. И господин Невзоров прекрасно об этом знает, потому что много лет он занимался конным спортом и ездил верхом. Но все мы развиваемся по-своему. Во всяком случае, те, кому повезло вот обладать такой способностью развиваться, возможно, что Невзоров развивается как личность вот в этом смысле, в этом направлении. И, наверное, вот к женщине, которую я упомянул здесь в передаче, к Зазе, вы испытываете, наверное, большую, ну, я не хочу сказать неприязнь, другие отрицательные чувства. Это женщина, которая живет в Москве. Я скажу некоторые подробности. В поселке Ангелово возле Пятницкого шоссе, она эксплуатирует лошадей, и, насколько я понимаю, ваша организация Equihelp с ней сталкивалась. Вы смогли как-то повлиять на то, чтобы она относилась к своим лошадям? Пожалуйста, вот расскажите эту историю. Нет, мы не смогли повлиять и не сможем, пока не будет разработаны механизмов отъема лошадей у подобного рода хозяев. Это вот тот самый другой крайний случай эксплуатации лошадей, когда из животного вытягивается все, что оно может дать, а потом живой скелет, обтянутый кожей, или отправляется прямиком на бойню, или, что еще веселее, продается за немыслимую сумму денег. И всегда находятся люди, которые, естественно, от своей доброты душевной, а вовсе не по злому умыслу, выкупают у нее таких животных. А на эти деньги она радостно приобретает новых, здоровых, еще не замученных. И через год-два, самое большее 3 такой эксплуатации с жизнью в грязном сарае, без достаточного ветеринарного ухода, собственно, вообще без ветеринарного ухода, о чем мы говорим, без достаточного питания, лошадь из нормального здорового животного превращается вот в такой же обтянутый кожей скелет и отправляется по тому же самому пути. Слушайте, но это один из самых омерзительных видов заработка или человеческого предпринимательства, когда что-то очень слабое, больное берут и объявляют им: я это беру себе, да, это по-своему даже шантаж. Вот видите, оно умирает. Если у вас есть деньги, спасите, Совершенно купите верно. это у меня. Да? Совершенно вот. верно. Именно этим занимается небезызвестная Заза. Если она такая небезызвестная, то почему на нее нету права? Это хороший вопрос. Я думаю, что вряд ли мы сможем ответить на него в рамках одной отдельно взятой передачи. Наверное, этот вопрос нужно адресовать московским властям. Я знаю, что в отделении милиции по месту жительства ЗАЗа, в отделении полиции, подавалось уже не одно заявление. Кем? Просто гражданами. Просто да. неравнодушными людьми, которые тоже не могли этого видеть и не могли этого переносить. Но она держит лошадей, 16, по-моему, лошадей. Да, что-то около того. Вроде бы сейчас меньше, вроде бы кого-то она перевезла, кого-то она продает, кто-то у нее пал, то есть попросту умер от невозможной жизни. Но почему-то ходу этим заявлением так до сих пор вот не было дано, и мне бы тоже хотелось знать, почему. Может быть, они неправильно составлены. Может быть, надо обращаться в санэпидемстанцию для начала, или в Россельхознадзор, или еще в какие-то другие инстанции. Ну, мы над этим вопросом работаем, и рано или поздно, я надеюсь, ответы на эти вопросы у нас найдете будут. управу на ЗАЗу? Этого я не обещаю. Кстати, вот такой человек, как она, я не знаю, как ее зовут, в прессе она так называется, ЗАЗа, она ведь, наверное, не одна, и это достаточно разветвленный бизнес. К сожалению, она не одна. И вот слушательница, которая нам звонила и назвала адрес убийцы, рассказывала, собственно, о подобном случае. Но если у вас есть тоже, вы видели такие бизнесы или такие случаи обращения мы сегодня говорим о лошадях. Вообще-то мы на радиостанции затрагиваем судьбы разных животных в Москве. Даже птицы и даже рыбу мы обсуждали в Москве. У нас большое сердце у радио 92 FM. Хорошо. Но в данном случае, наверное, самое большое животное после слона, ну, слон в порядке в московском зоопарке, это вот непререкаемая истина. А лошади идут по неблагополучию, по размеру и по неблагополучию, по благополучию вслед за слоном. То есть с ними более или менее нормально,
нормально в Москве, и они вторые после слона по размеру. Если вот разговор, который сегодня сложился у нас в студии, можно считать успокоительным. Можно считать успокоительным? То есть все в порядке, все под контролем? Нет, не все в порядке, не все под контролем, и успокаиваться абсолютно невозможно, мне кажется. И на каких направлениях нам нужно волноваться? За что? Прежде всего, борьба с жестоким обращением. Вот с этими самыми ЗАЗами, с этими самыми сараями. Кстати, эта борьба не всегда такая уж не безуспешная. Вот был такой рассадник рядом с Царицынским парком. Рассадник чего? Ну, вот рассадник таких вот сараев, где невнятные, возможно, неадекватные люди содержали, разводили каких-то лошадей, пони, катали на них в парке, не докармливали, не ухаживали, не ставили на ветеринарный учет. После нескольких статей в прессе, это было несколько лет назад, в общем, этот рассадник закрыли и разогнали. Я горжусь журналистской профессией и Да, мощью прессы, которая еще имеет какое-то действие. Да, на это. безусловно. Но, может быть, здесь сложнее, но нужно вплетать в эти сюжеты, то есть говорить, понимаете, вот животные, в данном случае лошади, они в отчаянном состоянии. Но, кроме всего прочего, это несет угрозу и перечисляется достаточно хитро, подбирается, но резонно причины, по которым так нельзя обходиться с лошадьми. То есть гуманность отношения к самим лошадям, то есть там перечисляются, но в ряду других. Антисанитарии и так далее. Как вы Безусловно, считаете? конечно. И здесь есть прямая угроза безопасности москвичей, потому что, во-первых, если лошадь не привита, не дай бог, она является переносчиком каких-то болезней, например, тех же самых глистов, да, то есть паразитов, которые, в принципе, могут передаваться человеку. Кроме того, всех лошадей, состоящих на ветучете, ежегодно прививают от сибирской язвы. Вы знаете, что это страшнейшее заболевание. Опять же, не дай бог нам когда-то с этим столкнуться в Москве. Не хочется даже представлять. Пока что Москва благополучна по этому заболеванию, но ведь лошадей привозят из других регионов. Тут нельзя быть всегда уверенным. 729-33-57. Животные в городе, лошади в городе. Вам их жалко, вы их видели. Вы можете сказать, в том числе в этом эфире, вот я вижу, что моя встреча с EquiHelp, эта организация, она принесла уже как минимум один конкретный, но маленький, но конкретный результат. Поскольку моя гостья, соучредительница этой общественной организации, Елена Трахтерберг, она записала этот случай, не правда ли? Да, в конечно. БИЦе. Конечно. Вот этот случай. 729-33-57, 729-33-57. Если люди, которые богатые, успешные, мощные люди, но в старые времена, я не буду напоминать, жена одного очень могучего человека, московского, она была увлечена. Напомните мне, каким видом спорта была Батурина увлечена. То есть она не была, она и есть. Она занималась конкуром. Вполне серьезно, почти профессионально. Да. И, наверное, отчасти поэтому в Москве к лошадям отношение лучше. Вот я предположение. Спортивным лошадям. Спортивным, да? Спортивным лошадям. Но к лошадей, сама Батурина, в широком смысле слова, они ее не интересовали, они только в узком сегменте. Да, она занималась спортивными вопросами и была, собственно говоря, президентом Федерации конного спорта России. У нас телефонный звонок, да, друзья мои? 729-33-57. 729-33-57. Ольга Николаевна, здравствуйте. Добрый вечер всем. Значит, после самых крупных животных, слонов, у нас еще существуют в Москве верблюды. Кстати, Новокосино, куда приводят из Старокосино, там какая-то есть такая вот у них база, что называется. Там ослики и двугорбый верблюд. У него уже нет сил держать открытыми веки. Шерсть у него настолько истончилась, что кожа вся видна, замученная. И вот, значит, вот они у нас у Виктории тут катают по выходным детей. Кто такая Виктория? Это владелец? Это магазин у нас, это центр Новокосино. Это вот вокруг магазина этого вот этот бизнес еще, да? Ну да, они везде пристраиваются, там ослики, и вот так, имейте в виду. Елена, это Старокосино. Да? Старокосино, да. Да, конечно, я записала. Большое спасибо за сигнал. Да, надо сказать, что и верблюды, и ослики тоже попадаются в эту же сеть. А это в фокусе вашего внимания, вашей организации? Верблюды все-таки пока что являются для Москвы абсолютно экзотическими животными. Более того, даже если вдруг нам удастся законно отобрать, естественно, у нерадивых хозяев верблюда, вот между нами я прям-таки затрудняюсь, что с ним делать и куда его деть, потому что думаю, что специалисты по обращению с верблюдами есть только в зоопарке и в цирке.
Это все-таки не лошадь, и это не такое привычное для нас животное. Но согласитесь, что сегодня вы не зря, не впустую побывали на радио «Говорит Москва», узнали, во-первых, что к лошадям нужно присоединить и осликов, и верблюдов, и подумать, что с ними делать, если будет возможность отнять у нерадивых и негуманных владельцев. Вы правы, это хороший вопрос. Надо, наверное, его как-то себе тоже на будущее записать. Но, правда, ослики у нас были. Но над верблюдами думайте, Елена. Вот вам задание. Соучредитель организации EquiHelp Елена Трахтенберг, благотворительный фонд, который помогает лошадям. Кстати, у вас есть сайт EquiHelp? У нас есть сайт, да, если что. EquiHelp.org, и у нас есть телефон. Если можно, я назову его в прямом эфире. Если Уже это не нет, запрещено. только сайт EquiHelp. Хорошо, Спасибо, тогда удачи ищите вам. сайт. Спасибо. Дежурный по городу. Трафальгарская